Здравствуйте, дорогие туркменистанцы и гости нашего канала. Прежде чем начать сегодняшнюю тему, я бы хотел вас попросить подписаться, ставить лайки и писать ваши комментарии. Ваши комментарии очень важны для нас, и ваши комментарии мы анализируем и много чего учимся у вас. Сегодняшняя тема нашей беседы – это гражданская храбрость. Что это такое? Почему у туркменского народа, у туркменских граждан нету этой гражданской храбрости? Что туркменский народ не такой храбрый, как другие народы, или с чем связана малая гражданская активность или малая гражданская храбрость у туркменского народа? Я бы хотел на эту тему сегодня поговорить, дискутировать с вами. Если есть желающие, кто хочет зайти в эфир, пожалуйста, вы можете, дать знать, написать в комментариях. Я постараюсь вас запустить в эфир, и мы сможем сделать живую беседу. Итак, какая разница между гражданской активностью и гражданской храбростью? Гражданская активность, она, допустим, в европейских странах существенна. Мы ее видим везде. То есть, если, допустим, какие-то события происходят, граждане сразу встают, и не обязательно протестуют. Они поддерживают свое мнение, свой принцип, свою совесть, действуют согласно своей совести и согласно своим пониманиям. Например, вот украинские события в Европе, особенно во Франции, я вот наблюдаю, они проходят достаточно по-живому. Допустим, в каждом городе люди выходят, я делал один раз репортаж с города Тулуза на юге Франции, как люди организованно вышли, их никто не приглашал. Значит, в интернете мэрия опубликовала о том, что будет такого-то числа митинг и марш в поддержку Украины. Люди сами собрались. Были разные люди. То есть какая-то организация не делала анонс, объявление, не звонила. Ничего этого не было. Люди увидели, услышали, передали своим друзьям, и люди собрались. Я делал репортаж из этого вот митинга и марша. Там были разные люди. Что самое смешное? Русские и украинцы были на этом митинге в поддержку украинского народа, в поддержку украинцев против российской агрессии. С французами я разговаривал, брал интервью у них вот во время марша. Они говорили, мы обязательно должны выйти. Как так? Как может одна страна нападать на другую страну? Мы против этого, мы против беззакония, мы против агрессии. Неважно, Россия напала на Украину, или, допустим, Казахстан на Туркмению, или Казахстан на Россию. Это не принципиально. Принципиально, что какая-то страна набросилась на какую-то мирную страну и решила там наводить порядок. То есть это приводит людей в возмущение, создает возмущение у людей, и люди начинают выражать свои эмоции, свои позиции и так далее. Хотя какое отношение имеет Тулуза или граждане Франции, проживающие в Тулузе, к Украине или к России? Нет. Вот это и есть гражданская активность. Гражданская храбрость – это когда в какой-то стране есть диктатура, которая угнетает народ, который не дает им самоопределиться, высказаться, обладать своим мнением или же говорить свободно свое мнение, где попираются все конституционные права этих людей, вот тогда обычная гражданская активность, оно называется гражданская храбрость. Вот возьмем пример Туркменистан. Выйти и защитить свои права – это настолько невозможно, что это считается храбростью гражданской. То есть я не говорю о том, что ты можешь написать заявление в прокуратуру, там, в полицию и так далее. Это, естественно, можно. За это, конечно, тебе спасибо не скажу. За это, например, когда ты пишешь на нацбезопасность, не поверите, в прокуратуру, прокуратура отправляет в нацбезопасность письмо, и нацбезопасность опять же тебя вызывает, тебя избивает, там, насилует и так далее. Смотрите, когда ты пишешь на полицию, в прокуратуру, прокуратура отправляет полицию, полиция приходит на тобой, еще хуже издевается. То есть это тоже храбрость, но это не такая храбрость, как ты выходишь на улицу и требуешь свои права, согласно Конституции. Или ты идешь в какую-то организацию, допустим, в мэрию, Хаким Лиг, и требуешь свои права. Это уже
значит, больше, чем гражданская храбрость. Это по-настоящему ты подвергаешь риску не только себя, свою семью, детей и так далее. Как вы знаете, туркмены имеют очень большие семьи, и родственников очень много, там измеряется тысячами, да, то есть давление оказывается на всех вот этих родственников, на большую часть. Вот. И давление оказывается до того момента, пока ты перестанешь. Как ты перестал, давление ослабевается. Если ты не перестал, значит, давление уходит настолько глубоко, что дальних родственников тоже преследует. Вот у меня где-то 150 родственников преследуют из-за того, что я выступаю. Я уже не говорю о моей маме, которой 74 года. 7 машин на улице Комитет национальной безопасности дежурят. Каждый день 2 раза заходят, допрашивают, обманывают, манипулируют. Ну, влияют, стараются оказать психологическое давление. То есть используются сталинские методы НКВД. Поэтому гражданская храбрость сегодня на самом деле она соразмерна подвигу в Туркменистане. Теперь давайте вернемся к храбрости. Что такое храбрость? Храбрость бывает разного вида. Военная храбрость, спортивная храбрость, гражданская храбрость, мужская храбрость, женская храбрость, общественная храбрость и так далее, и так далее, и так далее. Они все различаются между собой, так как у них цели другие. Допустим, спортивная храбрость. Ты поставил задачу победить. То есть она мирная храбрость, но иногда она ожесточенная. То есть более изящная, более красочная храбрость с большими эмоциями. Военная храбрость, она связана с защитой своей земли, защитой страны. То есть мужественная храбрость, она заканчивается иногда потерей здоровья или жизни. Спортивная храбрость редко заканчивается потерей жизни. Возьмите, допустим, гражданскую храбрость. Гражданская храбрость, вот такие понятия в Европе почти не существует. То есть здесь все доступно, то есть Конституция работает, ты свои права можешь отстаивать где угодно, абсолютно где угодно. Перед дворцом президента, где угодно. Мы недавно делали вот в Париже протесты. Вот два протеста было перед посольством Казахстана и перед посольством Туркменистана. Поверьте, за 24 часа мы получили разрешение. Мы туда вышли, сделали протест и ушли. То есть никакой храбрости такой не надо, чтобы это сделать. Да, наших родственников преследуют за это, и это как бы одно дело, но во Франции из-за этого проблем не возникает. То есть храбрости для других народов, ну как бы для других людей наша активность, храбрость не показывает. Да, нас приходят, солидарность выражали, поддержку выражали, да, но это не считается храбростью, вот, допустим, в Европе. Это обычное дело. Но, к сожалению, в наших среднеазиатских республиках, особенно в Туркменистане, это является героической храбростью. Поэтому давайте мы поговорим об этом. Я не знаю, как в других странах среднеазиатских, но, наверное, где-то то же самое. Для туркменистанцев в первую очередь это заработок, это зарабатывание денег. Вторая очередь – это быстро там помочь семье отправить деньги домой. Потому что очень много людей, около 1,5 миллиона, если не больше, работают трудовыми мигрантами в разных странах. Помните, когда только в 91 году развалился Советский Союз, узбеки, киргизы, таджики работали в Москве или там в других странах. Туркменов много не было. Туркмены как-то богаче жили, природные ресурсы были. Ну, как-то они не выездные были. Не то, что богаче, ну, как бы они не приветствовали семье идти где-то работать как раб, без условий, без определенных часов, то есть круглосуточно. Но за последние 30 лет нас заставили, мы это делаем. Мы работаем в Турции, в России, там, и в других странах. И зарабатывая деньги, мы, как те в 91-м, 92-м, 93-м году, узбеки, таджики, киргизы, перечисляем деньги в Туркменистан для поддержания нашей семьи. Потому что система в Туркменистане, поставленная диктатором, она работает только на диктаторский режим. То есть вся страна выстроена только для одного человека.
Его зовут Гурбангулы Бердымухамедов или же Калигула, как мы его называем. Это узурпатор власти, это коррупционер, это конченый наркоман, человек, который обкуривается до такой степени, что у него уже крыша едет, он не контролирует, что делает, что говорит, он устраивает такое, что ну, даже описывать стыдно. Человек, который уже перешел все границы нормального, адекватного человека. Он психически нездоров. Он строит золотые памятники собаке. Вот сейчас Меджлис утвердил, значит, закон, не закон, а решение сделал о переименовании центральной улицы строящего города в Ашхабаде, возле Ашхабада, самого крупного города. Ахал-Сити назывался. Сейчас хотят его сделать Аркадак-Сити, переименовать. И еще хлеще они хотят, вот этот Меджлис принял решение, сделать центральную улицу, назвать улицу именем коня этого Калигулы, Гурбангулы Бердымухамедова. Акхан. То есть он воспитал этого коня с детства, и как бы этот конь для Туркменистана очень важное значение имеет. У нас кончились, оказывается, герои, все, которые за независимость боролись, за Туркменистан боролись. У нас остался этот жеребенок, который вырос, и он считается, ну, как бы более достойным. Вот Меджлис, наши депутаты решили, что он более достоин, этот жеребец, его имя Акхан более достойно для того, чтобы, значит, переименовать центральную улицу нового строящего, самого крупного города в Туркменистане, одного из крупных городов. На этом сумасшествие Меджлиса не остановилось. Руководитель Меджлиса Гульшат Мамедова, она является подругой сестры Калигулы, и она ищет все варианты, как бы услужить этому безбашенному, потерявшему голову психически больному человеку. Чтобы такое сделать, сумасшедшее, значит, какой-то поступок сделать, чтобы удивить этого человека. Психически больного человека удивить очень трудно. И вот она решила переименовать эту улицу, переименовать этот город и поставить в центре, значит, этого города большой памятник, посвященный этому жеребцу. Естественно, позолоченный или золотой, это естественно. То есть сегодня, когда 1,5 миллиона туркменистанцев не могут попасть в Туркменистан, все дороги и границы закрыты. Для обмана международных организаций, для обмана всего мира этот узурпатор Калигула, человек, у которого психически сильные расстройства в голове, который уже разговаривать не может, он мяукает, со своим сыном, тоже наркоман, кстати, с 25-летним опытом. Они наркоманят оба вместе в дворце президента, в Меджлисе, то есть в парламенте, вот прям не стесняясь. Эти два человека закрыли Туркменистан от туркменистанцев, и более 1,5 миллиона человек остались снаружи Туркменистана и не могут попасть в Туркменистан. Их семьи в течение 2,5 лет уже разрушаются. Дети, семьи разводятся. То есть катастрофа полная. Более того, этих 1,5 миллиона туркменистанцев не меняют паспорта им для того, чтобы их держать нелегалами и что, значит, оказывать давление, депортировать в Туркменистан, и там как бы террористическая организация Комитет национальной безопасности Туркменистана, как я их называю, эта террористическая организация сразу оказывает давление на граждан Туркменистана. То есть выстроена такая специальная система. Вы не поверите, Калигула со своим сыном, два наркомана, в неделю раз проводят Совет Безопасности. Они не проводят кабинет министров по развитию Туркменистана, они проводят какие-то хозяйственные совещания, они проводят Совет по безопасности Туркменистана и ищут вариант, как еще больше закрутить гайки, как еще больше наш народ, забрать их права, ужесточить. Вот последнее ужесточение этого сына главного наркомана, второго наркомана было
решение ограничить в правах женщин. Как вы слышали, нельзя красить ногти, глаза, брови, там и так далее, и так далее, и так далее. Ботокса нельзя делать. Салоны красоты закрыли, потому что красота не для туркмен. Мы рождаемся уже красивые все. Вот. Отчасти есть правда в этом, но это показывает о том, что в Туркменистане есть права только у двоих человек. И эти два человека наркоманы, которые курят наркотики один в президентском дворце, другой в парламенте. То есть вот такие такие два наркомана управляют Туркменистаном. Они, не стесняясь, ругаются на своих коллег. Коллеги, значит, министры, вице-премьеры подбираются по уровню преданности. Вы не поверите, там настолько бескультурно все, что они друг друга, когда ругают, маму, папу вспоминают там всех. То есть и это насаждается вниз. И внизу то же самое творится. То есть моральный уровень народа упал, потому что они видят, это сверху идет, и они считают это как бы норма. То есть все упало. Вот мы недавно делали анализ по Туркменистану. Все отрасли, все прослойки общественной жизни, все гражданские институты, все административные институты, все государственные институты, все демократические институты пали. То есть нам в Туркменистане, когда мы поменяем этот режим, у нас возникнет вторая мощная проблема. Это проблема восстановления и конструирования нового государства. Все эти демократические институты, государственные институты, административные институты, общественные институты, все это заново надо поднимать. Идеологию, доктрину, стратегию, все надо заново все восстанавливать. То есть все в таком падком состоянии, что вот этот Калигула Гурбангулы Бердымухамедов не просто развалил, вот он уничтожил все, что можно, вообще все, что было. Ничего не осталось, вот ни одно направление деятельности туркменского общества или государства не осталось. Одно направление осталось, Туркменистан превратился в бензоколонку, и они сильно озабочены тем, чтобы побольше выкачать, побольше продать. И эти деньги быстро украсть. 80% от продажи нефтегазового ресурса попадает на личный счет Бердымухамедова Калигулы. Он издал указ, будучи президентом, председателем парламента, одновременно забрав всю власть, он издал указ о том, чтобы ни Центральный банк, ни Счетная палата, ни налоговая инспекция не имеет права проверять этот счет. Куда он тратит, что он делает на его личный счет, то, что приходит, это приходит все, оно уходит, куда уходит, это только он знает. И он принимает решение. Это, как вам сказать, он сидит во главе государства и выводит деньги официально, 80% денег из Туркменистана. То есть вот такое беззаконие происходит. И это беззаконие не только в области денег, это везде. Поэтому я говорю, туркменистанского государства нет. Поэтому гражданская активность у нас подразумевается как гражданская храбрость. То есть надо медаль давать этим людям. На самом деле это так. Вернемся к нашей теме. Гражданская храбрость и гражданская активность. Как я говорил, наши мужчины, туркменистанцы, они тоже храбрые, но у них очень сильно развита патриотическая храбрость за свою землю, за свою родину. Если что-то или кто-то нападет на Туркменистан, поверьте, 80% туркменов готовы умереть на поле боя. Поверьте. То есть потому что мы всю жизнь, с того момента, когда были сельджуки туркмены, мы боролись не за себя. Мы боролись за султанов, за падишахов, за шахов, за кого только не боролись, кто возглавлял, значит, народы, за них боролись. Мы или боролись за свою родину. Вот. Больше никогда мы с этого момента не боролись за себя лично. Какие-то частные случаи я не считаю, ну, я имею в виду в общем народ. Даже за родину мы боролись мало. Против фашистской Германии мы боролись за Советский Союз. Это понятие расплывчатое. Поэтому у нас не развита гражданская храбрость.
Потому что, ну, общественное развитие последние 30 лет были разрушены полностью. Общественное сознание разрушено полностью, как и другие моральные устои. Все разрушено в Туркменистане. Поэтому люди не осознают, туркменистанцы не осознают разницу гражданской активности или неактивности. Они даже не понимают. Мне многие, вот когда я бывал в Турции, ходил специально к отъявленным людям, которые только на заработках сидят, я их называю трудовые мигранты или рабы. Вот я у них спрашивал, вы же туркмены, такого же никогда не было, что мы где-то у кого-то там в стране рабами работали. Мы достойно жили всегда. Как мы дошли до этого? Это вас не усугубляет, не ущемляет? Он говорит, здесь хорошо платят. Да, хорошо, но извини, ты работаешь 12-14 часов в день, ты работаешь почти без выходных. Возможно, один выходной. Это на износ. То есть ты отдаешь свои ресурсы в очень короткое время, много отдаешь ресурсов в обмен на денег, и в один день ты свалишься. А дальше что? Жизнь же не самое главное это. Поэтому вот такая ситуация. И этот человек мне сказал, а вам сколько платят вот за вашу работу? Я сказал, нисколько, наоборот, вот я ставлю деньги. То есть я и борюсь, и выступаю, и пишу письма, и возглавляю, и финансирую, и протесты провожу. То есть на всех направлениях я действую максимально, стараюсь. Вот последний протест в Париже мы истратили, вот расчет делали, $2508, евро истратили. Заплатил свой карман. То есть я когда ему это объяснил, он говорит, а зачем вы это делаете? Если оттуда вы ничего не зарабатываете, зачем вы это делаете? Очень хороший вопрос был. Я не хочу ущемить этого нашего туркменистанца. Это его позиция. Он имеет право иметь эту позицию. Вопросов нет. Вопрос в том, что насколько мы далеки друг от друга и насколько наше гражданское сознание или гражданская позиция разная. Вот это я хочу показать. И вот таких людей большинство. Я вам скажу, в Европу приезжают люди, они приезжают, просят помощь, я оказываю помощь, ни на протесты не выходят, нигде, и говорят, нас не показывают, мы не хотим нигде. То есть для туркменистанца сегодня на первом плане деньги, на втором плане отправить деньги семье, родственникам, там неважно, тоже святое дело. На третьем плане машина или дом, значит, на четвертом плане машина, на пятом плане, значит, отдых, напиться, там что-то сделать и так далее, с друзьями посидеть, на свадьбу сходить. На шестом, седьмом и так далее, и так далее. И на 150-м плане, вдруг, если вот это он все сможет сделать, и у него время будет, это выразить свою гражданскую активность или показать гражданскую храбрость. То есть поэтому они будут работать всю жизнь за границей. В Туркменистане никогда ситуация не поменяется. Только поэтому, потому что их отношение к происходящим никакое. То есть два человека, два наркомана захватили страну, делают невозможные для разума психические какие-то идиотские вещи, грубо нарушая Конституцию, законы, все, что можно, моральные законы. Несмотря на это, они не дают никакую оценку этому происходящему. Не то, что не вмешиваются, даже не имеют позицию. И благодаря этому ничего и не поменяется. Потому что если ты ничего не говоришь, это будет происходить и усиливаться, увеличиваться и так далее. Что и происходит. За последние 16 лет мы посчитали, только за правления Калигулы Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане умерло около 1 миллиона человек, может чуть больше. Из-за вот этой политики, которую они ведут, из-за вот этих тупых, дурных решений, нельзя с этой области в эту область поехать, с этого района в этот район, из-за того, что безработицу они сделали более 70% и закрыли Туркменистан, не выехать нельзя, не заехать нельзя. Те, кто работают снаружи, они работают по 12-14 часов, болеют раком, другими болезнями, умирают там, попадают из-за усталости всякие техногенные катастрофы. На улице их сбивают, просто отравляются, умирают и так далее, и так далее, и так далее, повсюду. Внутри люди
повышаются давление, стресса, постоянно под стрессом, получают, я посчитал, пенсию получают $21. Как можно на $21 прожить, если недавно пачка сигарет стоила $27 в Туркменистане? То есть они на субсидированных продуктах вот сидят. То есть вот эту вот некачественную муку, некачественные продукты по дешевке государство дает определенному количеству населения. Вот они сидят в очередях, но не встают и сидят и думают, что вот куда смотрит Америка и куда смотрит Европа. То есть люди неактивны и ждут помощи от других. Потому что за 30 лет их научили быть неактивными, их заставили, их психология изменилась. Выбили полную гражданскую активность. У нас нету гражданского общества. Когда я выступаю в ОБСЕ или веду переговоры там с другими, они всегда говорят, вот надо развивать пространство гражданского общества. Я им говорю, у нас просто его нету. У нас всех загнали в одну комнату и выключили свет в комнате. То есть мы как слепые котята сидим и даже не знаем, то есть общества нет. То есть, чтобы общество было, хотя бы они должны показаться, общаться с другом. Общество начинает формироваться. Нету ничего. Вдвоем собираются на улице, тут же приходит полиция, тут же приходит сотрудник нацбезопасности, тебя разгоняют или забирают. Нельзя. После 8 нельзя гулять. У нас нет военного положения, но нельзя гулять. Так вот, за последние 16 лет, во время правления Гурбангулы Бердымухамедова, вот этого мерзавца, коррупционера, мошенника, человека, который сидит на наркотиках и уже перешел все границы адекватного человека, перешел все границы психического больного человека, он уже мяукать начал вместо разговоров. Вот этот человек за 16 лет убил больше миллиона человек. Вот я хочу Туркменистану задать вопрос. Если на нас никто не нападал, а это 21% населения оставшего, если никто на нас не нападал, если никто нас не захватывал, если никто нам не объявлял войну, а у нас умерло 1 миллион человек, извините, в Украине идет война. В 2014 году умерло где-то 13 тысяч украинцев, где шла война. Сегодня умерло, со стороны России около 30-35 тысяч, со стороны Украины где-то мирное население около 10 тысяч, наверное. Я, возможно, ошибаюсь. А среди военного где-то в районе 10-12 тысяч. То есть 25, 30 тысяч. В Туркмении за 16 лет умерло около 1 миллиона. Это грубо 60 тысяч человек в год. То есть как на Украине. Другими словами, народ даже вот эти цифры не воспринимает. Только за последние 2 года умерло более 600 тысяч человек от коронавируса, от этих трагедий, самоповешений, самосжиганий, яды пьют, отраву пьют туркменистанцы, не выдерживают уже невозможно. Вот 600 тысяч человек умерло. Это 16% из оставшегося населения. Наше население за 30 лет сократилось. Если взять, вот, допустим, Узбекистан, в 91 году 20 миллионов, в 22 году 35 миллионов, 65% вырос. Туркменистан в 91 году 3 миллиона 950 миллионов, в 22 году 3 миллиона 750 миллионов. То есть мы сократились. С учетом того, что у нас рождаемость, 1, 2, 3, 4 ребенка, это нормальное дело считается. Когда один ребенок, таких семей мало. Обычно 2, 3, 4, вот где-то от 2 до 4. То есть мы должны увеличиваться были за 30 лет. Смертность большая. Детская смертность, взрослая смертность. 63 года это уже считается, ты прожил все. 72 года считается, ты уже вот почетный, тебе надо умирать. Ты уже прожил, уже, как говорится, даже делают маленький праздник, что человек столько прожил. Понимаете? Например, во Франции люди выходят в 65 на пенсию, с 65 до 75 это называется молодой пенсионер. С 75 до 85 до 90 называется средний пенсионер. С 90 до 100, 120, 130 это уже
взрослый пенсионер. То есть, когда ты молодой пенсионер, здесь люди не умирают. Люди работают волонтерами, работают в разных организациях, чтобы быть в теме, чтобы быть в какой-то... Вот они привыкли работать, им скучно дома. Вот они ходят в организации, оказывают помощь благотворительную или добровольную помощь. Не поверите, у меня был ученик по айкидо, ему было 67 лет. Он ходит 2 раза в неделю к нам, и я где-то увидел в другом месте, он тоже туда ходит. Потом я увидел его в другом месте. Оказывается, он занимается английским языком, фотоаппаратами, артистическими там всякими этими, на айкидо ходит и на ММА ходит. Представляете? Я не успеваю, вот, ну, как бы я 4-5 раз в неделю тренируюсь минимум. Я и с одним спортом не могу разобраться. Он ходит в разные места, и ему еще время есть заниматься днем, значит, волонтером, где-то работать, что-то помогать. То есть они активные, потому что они были активны. Они за свою 40-летнюю трудовую деятельность заработали на 2-3 квартиры и на 1 дом. У них проблем нет, поэтому они путешествуют, ездят. Хоть и пенсия у некоторых 1500–2500, ну, небольшая, но у них расходов нет. И вот они помогают людям, которые нуждаются деньгами, вещами, покупают что-то и так далее. Это пенсионеры. Наши пенсионеры в Туркменистане вымирают. Наши пенсионеры, не поверите, я знаю много семей, за счет пенсии одного человека вся семья держится, и плюс сын с женой и детьми, и другой сын с женой и детьми живут в одной квартире. Они готовы повеситься, то есть настолько им тяжело, заработать негде, только коррупция и вот как бы такие тяжелые социальные проблемы в Туркмении. Но вернемся к нашей теме. Итак, гражданская активность и гражданская храбрость. Эти два понятия, это одно понятие. Но, к сожалению, в Туркменистане они приобретают два разных понятия. Потому что когда ты граждански активен чуть-чуть, да, то есть тебя как бы не забирают в тюрьму. Когда ты даешь очень мощную гражданскую активность, это гражданская храбрость считается, тебя забирают. Когда ты гражданско активен, ты пишешь куда-то там прокуратуру на беззаконие, потому что Туркменистан 100% коррупция. Не 80, не 90, 100. Коррупция работает мощно и эффективно. Если убрать коррупцию, государство развалится, оно не работает. Все законы, все указы, они невыполнимы, они не из этого мира. Только благодаря коррупции люди обходят. И вот эти люди, чтобы где-то получить справедливое решение или бороться за свои права, они должны быть храбрыми. Я почему этот разговор веду? К тому, чтобы у нашего народа появилась гражданская храбрость, появилась гражданская активность. Сегодня вот наше желание или мы к этому относимся как вот к 150-му делу. Надо, чтобы мы относились к этому, к самому важному и первому делу. В противном случае мы будем работать за границей всю жизнь, наши родственники будут там мучиться всегда, и тем самым мы не продвинемся вперед. А режим или диктатура будет только усиливаться, увеличивать свои права, уменьшать наши права и будет глубоко корнями заходить в государственное устройство нашей страны. И в дальнейшем мы не сможем их победить. Никогда. То есть дойдет до какой-то точки, мы уже не сможем их победить. Я прогнозирую к концу года или гражданскую войну в Туркменистане, или победа демократии. Другого пути нету. Потому что уже настолько люди обозленные, они готовы сжигать дома Комитета национальной безопасности. Вместе с детьми, с семьями. Я стараюсь их остановить от этих незаконных, неконституционных действий. Но словами иногда не остановишь. Я стараюсь вразумить и сказать, нет, мы должны идти другим путем, законным путем. Мы должны выходить на протесты не 10, не 100, не 1000 человек, а массами и брать это все. Только такой путь. Мне всегда пример приводит вот Украину и Белоруссию.
Белоруссия, насколько я понимаю, в момент, когда народ, массы вышли, оппозиция не смогла принять решение организовать штаб и взять все в свои руки. Потом в Белоруссии 30% населения поддерживали Лукашенко. В Туркменистане, я не знаю, 0,5% поддерживает президента Туркменистана и его сына. То есть сына и папу, Калигулу и его сына-наркомана. Поэтому у нас это легче пройдет. У нас, если народ встанет, его не остановить. Уже все. Кровопролитие будет, как бы мы ни хотели, я это понимаю. Наша задача уменьшить максимально. Ни одна человеческая жизнь не стоит никаких революций. Надо беречь, максимально беречь. Вот. Но в то же время, сами посудите, если только за 2 года около 600 тысяч человек умерло от коронавируса, бездействия властей или стрессов, болезней, сердце останавливается, себя убивает снаружи, внутри, то на протестах еще никто не умер. Из-за протестов никого не посадили, никто в тюрьме не сгнил. То есть, другими словами, лучше встать, принять эту жертву, я не знаю какую, кто это будет, я или другой, я не знаю, и решить этот вопрос окончательно, чем молча, с открытым небом, свободным небом, мирным небом, под мирным небом умирать, как на войне. Поэтому я все-таки думаю, что надо нам вставать и решать нашу судьбу. Вернемся к гражданской активности и гражданской храбрости. Итак, у мужчин эта гражданская храбрость, она отождествляется с защитой своей страны, с защитой своей земли. Все другие пути очень сложно им принять решение, чтобы проявить свою храбрость. Почему? Потому что всю жизнь мы защищали страну, землю и ради какого-то султана, шаха, падишаха воевали. Никогда мы не воевали за себя, никогда мы за свои права не защищали. В отличие от мужчин, женщины имеют другое понимание гражданской активности, то есть своя активность. Они более чувствительны, они более, как вам сказать, жалостливые, они более чувствуют опасность и против этой опасности готовы привести себя в жертву. Потому что они рожают детей, эти дети выходят из внутреннего сердца почти. То есть и они любовь к своему ребенку, за любовь к своему ребенку готовы идти насмерть, отстаивать его права, если с ним что-то случится, идти до конца. То есть у них вот это чувство долга, чувство защиты своего ребенка, чувство, как вам сказать, защиты семьи у них сильно развито. Поэтому они более активны в обществе в Туркменистане. Я думаю, в Средней Азии тоже. Поэтому женщины всегда на передовой позиции по защите гражданских прав, по гражданской храбрости. Наши мужчины отстают. Наши мужчины отстают до того момента, когда вот этих женщин тронут, когда уже реально угроза пойдет даже изнутри, вот тогда они пойдут. Они ее не видят, они ее не чувствуют. Они, если видят и чувствуют, у них не просыпается вот это вот чувство, надо наперед пойти и решить эти вопросы. Почему-то я не знаю. Если я ошибаюсь, напишите свои комментарии, возможно, вы дадите более точное определение, чем я. Так вот, если в нашей стране, если в нашем обществе, если в Туркменистане не будет гражданской активности, гражданской храбрости, мы не сможем ее развивать, удерживать и постоянно, значит, ее питать чем-то, гражданскими позициями, гражданской свободой, то Туркменистан опять свалится в диктатуру. Как бы ни было. Кто бы ни пришел к власти. Потому что его, вот этого руководителя сразу будут окружать вот эти вот подхалимы, там, вся вот эта вот карьеристы, все, и это свалится. А когда будет гражданская активность, гражданская позиция, гражданская храбрость, тогда они и президенту скажут в лицо, если надо, и поменяют его. То есть всегда вот этот баланс должен находиться. Потому что опыт показывает, и парламент, и судебная власть, и исполнительная власть забирается одним человеком, и все это контролируется, и все вот эти
как бы ветви власти, они служат только для одного человека, который узаконил власть. Это и в Туркменистане, и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Киргизстане. В Киргизстане это мало видно, в Таджикистане. Поэтому я думаю, что проблемы Средней Азии, они похожи между собой. Разница в том, что уровень активности населения другой, соответственно, насколько они имеют свои права больше или меньше, зависит от активности граждан. То есть нам надо а, возвратиться в ту струю гражданской активности, где мы будем всегда защищать и в будущем защищать свои права, защищать права быть солидарными, значит, наших граждан, защищать их тоже и поддерживать их тоже, солидарно, как здесь и в Европе. Я всегда думал, чем отличается европейское общество от туркменского общества, от нашего общества, вот советского. Тем, что здесь диктатура не пройдет, не дадут. Вы думаете, Макрон не хочет стать диктатором? Или там Саркози с удовольствием хотят стать диктатором? Не дадут. Надо, оружие возьмут. Вот у меня ученики, я с ними разговариваю, они говорят, если надо, мы оружие возьмем. Они ругаются на Макрона, говорят, если он еще вот какие-то диктаторские эти будет принимать, мы оружие возьмем, снесем его. То есть не только государственный баланс между собой там выстроенный, да, между ветвями власти, но баланс гражданской активности перекрывает все и контролирует власть. Вот это надо сделать. Это является основным источником стабильности, основным источником демократического развития европейского общества. Вот это я хотел донести до вас. Поэтому мы, туркменистанцы, должны быть гражданскими, храбрыми людьми. У нас другого нету. Гражданскую храбрость надо сейчас поднимать. Сейчас каждый активист, который выходит, это герой. Он ставит себя в риск, ставит семью в риск, все в риск. Но мы должны быть все герои. Это не героизм, поверьте. Это вынужденная мера. Но вот эту вынужденную меру мы должны развить, ее держать постоянно. Это есть баланс, тот баланс, который перевешивает для развития страны в направлении демократии. Это баланс, который удерживает демократическое общество. Потому что если мы не будем ничего делать, в 5 лет один раз проголосуем и забудем это государственных чиновников, вот этих вот избирателей, избранных людей, это приведет к диктатуре. Мы должны встать, мы должны их контролировать. Если чуть не то, мы должны протест сделать, встать, убрать их. А вот это сейчас диктаторы называют разрушение демократических государственных институтов или деструктуризация государства, типа террористы. Это не террористы. Именно так надо реагировать, и вот так надо защищать гражданские права и демократическое общество. Когда прокуратура не защищает, а наоборот берет взятки с себя. Когда национальная безопасность превращается в террористическую организацию по указанию диктатора и давит народ. Когда полиция бесчинствует, берет взятки и превращается из правоохранительных органов в правонарушающие органы. Когда суды судят по указке этих диктаторов, где ты нигде не можешь найти справедливость и законность, остается один путь этого общества, демократического общества, гражданского общества, это встать и дать баланс вот этому разрушенной стабильности. Сделать баланс и сделать стабильность. Это нормально. Уважаемые туркменистанцы, дорогие слушатели, спасибо вам за то, что вы уделили время и выслушали мои идеи. Я думаю, что я смог вам раскрыть новую область, на которую мы не обращали внимания. Эта область очень важна, гражданская активность и гражданская храбрость. Без этого мы не сможем построить демократическое общество. Без этого мы не сможем выйти вперед и отстоять свои права. Без этого мы не сможем сказать плохому злу – это зло. Без этого мы будем прятаться и не сможем, скажем, выразить свою позицию. Поэтому
Нам надо развивать гражданскую активность и надо развивать гражданскую храбрость в нашем обществе. Сегодня общество Туркменистана больное. Эта болезнь связана с тем, что очень много подхалимов, очень много деморальных людей, деморализованных. Очень много людей с моральной точки зрения, они вышли вперед и показывают аморальные вещи. И это является сейчас как норма в Туркменистане. Что страшно. А это парализует общество, это снижает общественное сознание и снижает общественную активность людей. Это очень страшно. И примерами и лидерами вот этого аморальных поступков являются Гурбанғұлы Бердімұхамедов, президент парламента, он же Калигула, и его сын, наркоман Сердар Бердімұхамедов. Гурбанғұлы Бердімұхамедов Калигула подарил своему сыну должность президента, нарушив все законы Туркменистана, сфальсифицировав выборы. В течение месяца провел выборы, которые, он даже не имел права проводить. Вот эти вещи я хотел вам рассказать. И я думаю, каждый туркменистанец должен подумать над этим, над своей гражданской активностью и над своей гражданской храбростью. Мы должны воспитать в себе это. Если мы это не сделаем, мы потеряем страну. Если мы не сможем воспитать в себе гражданскую храбрость, выражать свою гражданскую активность, мы через какое-то короткое время уже не сможем показывать храбрость и защитить свою землю, поверьте. Мы деградируемся. Поэтому я призываю вас внимательно отнестись к этому и подумать над этим. И воспитать в себе гражданскую активность и гражданскую храбрость. Отстаивать свои права, где бы ни было, за рубежом, внутри Туркменистана, в Америке, вот на этой планете, отстаивать свои права. Спасибо за внимание всем. На этом я заканчиваю свой эфир. До следующей встречи.